В эту пятницу в Казани стартует филармониада. 7-й международный фестиваль вновь объединит все жанры сценического искусства. Это художественное слово, вокал, хореография, народное искусство, оперетта и даже советская песенная эстрада. О том, почему на фестиваль не приедет Александра Пахмутова и легко ли было уговорить Владимира Зельдина, расскажет Дмитрий Пивоваров. Филармониада начиналась как праздник всех жанров сценического искусства, начиная с местных кадров еще в 2008 году. Таким образом, в нашем городе закрыли определенную информационную брешь, так как в других подобные проекты существуют. Фестиваль расширил свои границы, замахнувшись и на монстров своего жанра. В этом году это недавний юбиляр Александра Пахмутова, чьи песни будут исполнять солисты Петербурга и Татарстана и оркестра Анатолия Шутикова. Сама же виновница торжества вместе с мужем, поэтом Николаем Добронравовым, не появится на своем творческом вечере. Она в этот день на приеме в Московской Патриархии. Я вообще все свои партитуры делаю всегда сама. Это видеообращение – посыл казанским друзьям и к музыкантам, которые будут играть сочинение мэтра. Здесь, как выяснилось, есть свои профессиональные тонкости. Репертуар специфический, и мы прилагаем все усилия, связываемся с коллегами из других областей. Наши аранжировщики много работают, поэтому работа происходит очень такая трудоемкая и мощная. Балет Евгения Панфилова второй раз приезжает в Казань со спектаклем «Ромео и Джульетта», госпелла США, музыка Тюрксо и Чарльза Спенсера Чаплина и вечно молодой Владимир Зельдин в преддверии своего 100-летия. Каскад имен вызывает легкий трепет. Мы его встречаем с поезда, то есть он самолетами не летает, и размещаем в гостиницу, где можно двигаться очень легко, то есть чтобы не принуждая его сделать лишние движения, но что удивительно для нас, он в превосходном состоянии духа и здоровья. На любом визите идет открытие чувств и откровенный разговор. Мы для себя открываем тоже горизонты. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».